Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы поговорим о политической ситуации, которая сложилась в Гагаузии, в стране и последних событиях. Сегодня с нами на связи по скайпу депутат парламента Республики Молдова Уазун Антой. Здравствуйте, господин Антой. Рад вас видеть. Как-то в последнее время мы не обменивались мнениями о происходящих событиях в рамках эфира, чтобы нас смотрела наша аудитория, поэтому надеюсь, что сегодня будет интересно услышать ваше мнение на некоторые события. И, конечно, я бы хотел начать с актуального на этой неделе события о том, что 16 апреля в парламенте прошло мероприятие, посвященное Дню гагаузской письменности, гагаузского языка. Это такого рода мероприятие в парламенте было впервые и было организовано в рамках совместной рабочей группы содействия, которая оказывает проект CMA. И, в общем-то, наверное, и для парламента это был определенный премьерный момент. Вы один из тех депутатов, который очень поддерживал эту идею изначально и присутствовали на этом мероприятии. Почему было принято такое решение, чтобы в парламенте провести дни гагаузского языка и гагаузской письменности? Ответ на этот вопрос, он очевиден. То мероприятие, которое состоялось в парламенте, оно является элементом нормальности для нашего общества, для гагаузской автономии, когда в парламенте Республики Молдова проводится мероприятие, посвященное памяти Михаила Чакира, другим просветителям и видным деятелям гагаузского народа. Атмосфера была абсолютно фантастическая, доброжелательная, были открытые лица, улыбки, был детский ансамбль, который всех умилил своим выступлением. Были видеоматериалы, посвященные разным аспектам, начиная от истории до современных реалий гагаузской автономии. То есть это элемент нормальности, и никто не рассматривал это как-то под другим ключом. Господин Антой, немного продолжив тему этого мероприятия, одна из выступающих, Екатерина Жекова, один из авторов закона о расширенном функционировании гагаузского языка в прошлом созыве Народного собрания Гагаузии, выступая, отметила один факт. Это момент конца 90-х годов, начала нулевых годов прошлого века уже, когда Молдова начинала свой путь независимости. В Гагаузии были свои события, и она приводила пример такого общего интереса со стороны молдавской элиты культурной и политической внимания к гагаузскому языку. И в то же время провела параллель с нынешней ситуацией, к сожалению, немного разные вещи, да, тогда внимание к языку и сейчас. На ваш взгляд, сегодня есть ли у молдавского политического класса то желание и такое же видение для того, чтобы поддержать гагаузский язык как один из языков, на котором говорят многонациональный народ Молдовы? Безусловно, да. Но, к сожалению, те проблемы, ради решения которых, собственно, и была создана автономия, они как-то отошли на второй, третий план. И на первый план вышли совсем другие подходы. Да? Но когда мы говорим о том, что центральная власть должна быть внимательна к запросам различных этнических групп, то это совершенно нормально, когда центральная власть оказывает поддержку, в том числе и нашим согражданам, которые живут в гагаузской автономии, с тем, чтобы была возможность развивать культуру, сохранять и развивать язык, и с тем, чтобы гагаузский язык укоренялся в обществе, и чтобы дети в гагаузской автономии не изучали его как иностранный, а чтобы это был действительно родной язык, на котором говорят в семье, в обществе, в школе и не только.
Господин Анатольевич, что касается сейчас взаимоотношений между Камратом и Кишиневым, которые находятся в не лучшем своем, ну, скажем так, выражении или возможности для того, чтобы вести конструктивный диалог, и в том числе на этом мероприятии отсутствовали депутаты Народного собрания Гагаузии, как нам потом комментировал господин Тарнавский, было связано с тем, что приглашение было направлено не как депутату, а как члену этой рабочей группы. И он отметил для комментария для ЛАФНД, что в условиях, когда Народное собрание в декабре прошлого года приняло решение приостановить свою работу в одностороннем порядке, для них и его коллег было невозможным участвовать в этих мероприятиях. Приостановка работы односторонняя со стороны Камрата. Как отразилось на диалоге между Кишиневым и Камратом и повлияло это на обострение ситуации между властями страны и Народным собранием? Не будем сейчас касаться пока темы Евгении Гуцул. Я хочу подчеркнуть, что диалог между центральной властью, между гражданами Республики Молдова, проживающими в Кишиневе, и жителями гагаузской автономии, он никогда не прервался. Потому что, когда, например, мой коллега, министр экономики Дмитрий Алайба, едет в Вулканешт и встречается с представителями бизнеса, то это не обязательно записывать в галочку «диалог», но это является реальным диалогом. Я тоже неоднократно приезжал в гагаузскую автономию, в Камрат, в Чадерлунгу, и в Вулканешт, и мы будем приезжать, особенно в связи с тем, что у наших сограждан из гагаузской автономии существует много вопросов применительно к референдуму, который должен состояться 20 октября. Мы хотим, чтобы наши сограждане, которые проживают в гагаузской автономии, получили спокойные, аргументированные ответы на вопросы, которые они хотят прояснить. И поэтому диалог, он, повторяю, никогда не прервался. Другое дело, что существуют репрезентативные структуры гагаузской автономии, и там, конечно, есть временные, я уверен, проблемы, потому что когда в Народном собрании было принято решение о том, чтобы приостановить деятельность представителей автономии на той парламентской платформе, так это, вы сами понимаете, кто контролировал на тот момент Народное собрание. И, к сожалению, насколько я понимаю, контролирует и по сегодняшний день. Поэтому диалог, я повторюсь, его нужно развивать по всем возможным направлениям. И вовсе не надо его сводить к той формальной площадке, которая существует с 2016 года, но которая не может похвастаться какими-то особыми достижениями. Господин Анатолий, мы вот беседуем сегодня с вами 18 апреля, на завтра, на 19 апреля, назначено заседание Народного собрания Гагаузии, и там Дмитрий Константинов после визита в Москву с Евгенией Гуцул последнего, вот вышел с инициативой обратиться с заявлением по поводу статуса русского языка. Лично для меня, даже как для жителя Гагаузии, не совсем понятна эта инициатива, потому что когда мы как бы не развиваем гагаузский язык, но ратуем за язык, который пусть и является языком межнационального общения, но немного удивляет. Для вас есть какое-либо объяснение такой инициативы? Потому что в современном контексте Республики Молдова, наверное, нужно заботиться немного о других вещах, как бы не перекладывая сегодняшние проблемы опять вновь на языковую спорах о языке, потому что мы видим, что на протяжении даже 30 лет независимости Молдовы тема языка никогда не приводила к каким-то конструктивным и нормальным вещам. Оно не улучшает абсолютно ни нашу жизнь, ни молдавского народа, ни Гагаузии в отдельности взятой. Но политики, к сожалению, каждый раз это используют. На ваш взгляд, с чем связана сегодня такая инициатива? Мы примерно, думаю, что и вы, и я абсолютно догадываемся, какое завтра будет принято решение в связи с этим заявлением. И вряд ли нужно ждать чего-то хорошего от этого всего. В парламенте Республики Молдова лет 15 назад был один депутат, не буду приводить его фамилию,
которому принадлежит следующее выражение. Мы вопрос ставили, но он не стоял. Приблизительно так же и с этой инициативой, в кавычках, Дмитрия Константинова, который пытается искусственно вбросить тему, которая должна привести опять к разжиганию страстей, к тому, чтобы обвинить кишиневскую власть, что мы проводим русофобскую, ксенофобскую политику и так далее, и так далее. Единственный язык межнационального общения в Республике Молдова – это официальный румынский язык. Все остальное от лукавого. Потому что когда люди говорят, что язык межнационального общения, это как-то звучит нелепо. У нас что, с вами должно быть на лбу написаны наши национальности, и если надписи на лбу не совпадают, мы должны переходить сразу на русский язык. Люди сами давно разбираются без вмешательства и помощи политиков, на каком языке общаться. И действительно, это всего лишь попытка вбросить провокационную тему для ее раскручивания в политических целях. А о чем мы действительно должны думать, это о том, мы должны приветствовать тот факт, что в гагаузской автономии растет количество наших сограждан, которые хотят изучать румынский язык и хотят, чтобы их дети знали румынский язык. И, конечно, кишиневская власть должна оказывать всяческую поддержку тем шагам, которые будут предприниматься для консолидации позиции гагаузского языка. Все остальное – это наносные псевдопроблемы, и господин Дмитрий Константинов для меня давно уже не авторитет. Господин Анатольевич, что касается вот всей этой ситуации, связанной в том числе и с предстоящими выборами президента и референдума, который должен, в общем-то, как минимум поставить вопросы споров внутри общества, в вопросе европейской интеграции Республики Молдова. И да, наша страна и Гагаузия, в частности, не оставались в кавычках без внимания со стороны Российской Федерации. Я имею в виду те гибридные угрозы, которые сегодня абсолютно очевидны на территории всей страны. Но в Гагаузии последние месяцы абсолютно активизировались. Я имею в виду ту пропаганду, дезинформацию, которая распространяется в социальных сетях в очень большом объеме. И опять начали пугать такими страшилками, как если Молдова вступит в Европейский Союз, то мы обязательно станем членами НАТО, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня, да, безусловно, что власти в лице парламента принимали ряд законодательных инициатив, которые должны были бы как минимум способствовать снижению этих угроз, но в реальности мы видим, что они абсолютно очевидны. Есть ли сегодня какое-то видение у парламента, правительства для того, чтобы все-таки, как минимум, максимально оградить жителей Республики Молдова от всего этого потока, хочется сказать слово бред, но, к сожалению, мы имеем ту реальную ситуацию, которая есть. Я не совсем согласен с вами, когда вы говорите, что в Молдове существуют споры между сторонниками европейской интеграции или там евразийской интеграции. Этих споров нет, потому что так называемые сторонники евразийской интеграции не могут привести никаких рациональных аргументов в пользу такого выбора, не говоря уже о том, что творит путинский режим в соседней Украине. И когда вы говорите, что людей пытаются запугивать, то практически вы сами отвечаете на вопрос, что происходит в Республике Молдова, что пытается реализовать путинская пропаганда в Республике Молдова. Нас пытаются расколоть и противопоставить. А для того, чтобы людей расколоть, используется примитивный страх. Люди, которые навязывают эти страшилки, они презирают нас, граждан Республики Молдова. Они считают, что запугивая нас, они могут превратить нас в стадо, которое не может анализировать ситуацию, не может осознать, где выбор для Республики Молдова, и погнать нас на политическую бойню.
Но нам нужно единство как никогда в преддверии этого референдума. Потому что граждане Республики Молдова на этом референдуме должны проголосовать за мир для Республики Молдова. Ну и, конечно, мы должны активно общаться с нашими согражданами и помочь им разобраться, где ложь и где правда. Должны им объяснить, что та же Австрия, которая является членом Евросоюза, является нейтральной страной, и никто не будет нас насильно загонять в НАТО. Мы должны понять, что так называемый разговор про традиционные рынки уже наши местные бизнесмены слышать не хотят, потому что они давно поняли, что рынок Евросоюза – это рынок предсказуемый, стабильный. Да, это сложный рынок, но там не будет эмбарго одностороннего, как это делает Россия неоднократно, для того, чтобы наказать нас, граждан Республики Молдова, за то, что мы имеем свое мнение, отличное от Кремля. Поэтому ситуация, скажем так, достаточно сложная, но единственный вариант, который позволит нам преодолеть эти все угрозы, это объединение граждан вокруг идеи мира и европейского будущего. И, соответственно, нам нужно поддерживать открытый, честный диалог внутри общества, без навешивания ярлыков, без того, чтобы верить всем этим кремлевским фейк-ньюс, как мы говорим, который пытается обвинить Молдову, что мы чуть ли не идем войной на Россию. Наверное, иногда не вредно посмотреть на географическую карту, да, чтобы понять, где Молдова, где Россия и так далее. Поэтому я повторяю, я категорически не хочу, чтобы мы, граждане Республики Молдова, позволили себя запугать тем, чтобы нас превратили в запуганное стадо. Мы должны быть гражданами Молдовы со своим достоинством, со своим критическим мышлением, и мы должны спокойно за те оставшиеся полгода до референдума должны понять, где будущее для Республики Молдова, и категорически не допускать провокаций, которые преследуют цель раскола и противопоставления нас внутри Республики Молдова. Ну, для того, чтобы как минимум попытаться снять веру людей в то, что распространяют некоторые сайты, к которым имеют отношение, в том числе политики в Гагаузии, и в повестке дня парламента, я имею в виду в общей, есть ли какие-то либо вопросы, связанные там со сменой нейтрального статуса или вхождением в какие-либо блоки? То есть, ну, даже в кулуарах есть ли такие как бы обсуждения? Вы знаете, ну, я не хочу даже говорить на эту тему, потому что ничего такого не было и нет, и не предвидится. 14 декабря прошлого года Европейский Союз принял решение о начале переговоров с Республикой Молдова о вступлении в Евросоюз. И никто никогда не говорил о вступлении Республики Молдова в НАТО. Это все политические провокаторы, которые хотят, повторяю, запугать нас, которые хотят привлечь Молдову, спровоцировать в Молдове хаос, дестабилизацию обстановки. И мы должны научиться отделять зерна от плевел, должны отличать проплаченных провокаторов от тех лидеров общественного мнения, которые действительно хотят добра для всех граждан Республики Молдова, в том числе и для наших сограждан из Гагаузской автономии. Господин Антон, что касается последнего визита Константинова и Гуцул в Москву и те заявления, которые они там делали, которые там иногда граничат на грани фантастики, я имею в виду там какие-то там особые пути поставки газа в Гагаузию, о которых говорил Константинов, о карточках МИР, которые доступны, ну, в Приднестровье, на Кубе, в Лаосе и в Камбодже, по-моему, и, по-моему, в Белоруссии. И мы понимаем, как бы люди, которые, ну, немного по-другому расценивают информацию, что это все-таки те нарративы, которые они намеренно пускают в гагаузское общество. Но здесь вот да, возникает вопрос, почему власти Республики Молдова не особо активно, как минимум, противодействуют таким возможностям? Я имею в виду, наверное, скажу даже более открыто, почему сегодня
политики на региональном уровне должны и могут свободно вести какие-то внешнеполитическую деятельность, которая идет вразрез, например, с официальной внешнеполитической доктриной Республики Молдова. А я задам вам встречный вопрос. Почему Фуджикура закрыла свой бизнес в Камрате? Ну, есть ряд версий в этой части. Нет, на мой взгляд, совершенно понятно. Те люди, которые должны были разместить заказы в отделе Фуджикуры в Камрате, не хотят подвергаться риску в связи с тем, что ШОР хочет превратить гагаузскую автономию в Донбасс-2. И это чтобы было понятно тем людям, которые ожидают манны небесной от Илона Шора или не знаю там от кого. Второй момент. Скажите, пожалуйста, сколько раз в гагаузской автономии обещали построить аэропорт? Скажите, пожалуйста, сколько можно обманывать людей всякими невероятными обещаниями и страшилками? А я здесь отвечу. Наших сограждан, неважно где они живут, в гагаузской автономии или в Бельцах, или в Кишиневе, или там на севере, будут обманывать до тех пор, пока люди будут позволять себя обманывать. Потому что мы же взрослые люди. У нас уже 30 с чем-то лет независимости, мы участвовали в выборах. Мы должны научиться извлекать уроки из наших ошибок, если не научились еще извлекать уроки из чужих ошибок. Поэтому, когда сегодня обрушивается из разного рода телеграм-каналов или даже телевизионных каналов все эти страшилки, все эти обманы, все эти обещания, то мы, граждане Республики Молдова, должны понять, что у нас есть свое достоинство, своя голова в конечном итоге, и не должны позволять обманывать себя. Что до того, чтобы предпринять какие-то меры. Понимаете, вот я обсуждал с разными своими знакомыми, которые, некоторые из них очень глубоко понимающие ситуацию эксперты. Я спрашивал их, а что мы можем сделать в такой ситуации? И они в качестве шутки отвечают, а нужно действовать, как действует путинский режим. Если что-то написал в Фейсбуке, 7 лет тюрьмы. Если вышел на улицу, карабинеры тебя мордой об асфальт и в тюрьму, понимаете? Но это, к сожалению, горькая шутка. У нас демократическое государство, у нас есть плюрализм мнений. И самый главный инструмент борьбы с этой циничной пропагандой – это наше собственное достоинство, наше единение и наша способность отличать добро от зла. Поэтому я не сторонник того, чтобы там переписать весь уголовный кодекс и там арестовывать у трапа самолета того или иного. Нет, мы должны рассчитывать на то, что граждане Республики Молдова прекрасно понимают, где перспектива мира и где угроза войны, и понимают, что мы должны объединиться для того, чтобы избежать угрозы войны, а для этого мы должны, как граждане с ответственностью, участвовать в референдуме 20 октября. Господин Анатольевич, что касается вот последних событий, я имею в виду те заявления, которые делают ряд депутатов Народного собрания. Буквально вот на днях после визита Андрея Спыну в Вулканешты, который вы упомянули, в интернете стали чаще появляться выступления некоторых известных личностей в Вулканешском районе с тем, что якобы Спыну приехал для того, чтобы ликвидировать Гагаузию, ликвидировать Вулканешский район. В этом же духе выступают некоторые депутаты Народного собрания, говоря о той реформе административной в судебной системе, то есть переподчинение или объединение там ряда судебных инстанций. На ваш взгляд, почему так происходит? И есть ли возможность того, чтобы, например, центральные власти, как минимум, начали какой-то диалог даже в части вот реформирования, административное реформирование судебной системы?
если это такая вот чувствительная тема? Или она чувствительна только, на ваш взгляд, среди политиков? Вы знаете, вот я смотрю, например, на перепись населения, которая была официально, стартовала 8 апреля. Давайте вспомним, сколько визга, вопля и спекуляций было в связи с вопросником, да? То есть в Республике Молдова есть определенная категория политических провокаторов, к сожалению, я должен применить такой термин, которые из любого повода, в том числе высосанного из пальца, пытаются извлечь политическую выгоду, пытаются организовывать атаки против нынешней власти и пытаются тем самым расшатать ситуацию в Республике Молдова. Я хочу принципиально подчеркнуть, что я категорически, скажем так, принципиально поддерживаю любую нормальную критику в адрес власти. Критика в адрес власти – это элемент нормы, но эта критика не должна быть провокациями, это должна быть критика, как мы говорим, по делу. И поэтому, когда в Камрате и не только есть штатные крикуны, которые уже много времени кричат, что мы хотим уничтожить автономию, мне это напоминает одного из комментаторов из России, который уже пару лет кричит о том, что настоящий Путин умер, его держат в холодильнике, а от имени Путина выступает двойник. И народ уже смеется, когда слышит эти заявления. Поэтому давайте и мы будем смеяться над этими провокаторами, которые ничего не могут и придумать нового, но в то же время мы должны понимать, что это провокаторы. Что касаемо реформы судебной системы. Мы находимся в достаточно сложной ситуации демографического кризиса. И вы это прекрасно знаете. Когда министр образования Дан Перчун предложил список из 35 лицеев, которые должны быть образцовыми, это сделано для того, чтобы наши дети имели доступ к качественному образованию, а не отсиживали в полупустых классах лицом к лицу с пенсионерами, преподавателями без того оборудования, которое сегодня нужно для качественного образования. В условиях реформы судебной системы также исходит из того, что наши сограждане должны иметь качественный доступ к юстиции. Для этого должны быть построены современные центры, оборудованные необходимым оборудованием. И, соответственно, это будет направлено на решение проблем наших сограждан, независимо от того, где они проживают. А уже технические детали. Я был на заседании парламента, я слышал все эти точки зрения. Госсекретарь от Министерства юстиции объяснял логику этой реформы. Так что для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно, наверное, хотя бы раз в жизни прочесть хотя сам законопроект, который доступен в том числе и на русском языке, и не интерпретировать эту реформу как очередную атаку против гагаузской автономии или шаг к ликвидации гагаузской автономии. Господин Анатолий, что касается вот последних визитов ряда руководителей правительства, президента страны, визит был, который на прошлой неделе, и тех организованных акциях протеста и провокациях, которые каждый раз с приездом того или иного министра или премьер-министра или президента в Гагаузию из раза в раз повторяются. И, в общем, мы видим всю эту позорность этой ситуации, хотя могут быть разногласия между политиками, но абсолютно непонятно, для чего делать такие провокации. Как на это смотрит политический класс в Кишиневе? И воспринимается ли это как позиция всего региона, или есть понимание того, что это целенаправленные провокации, и здесь не вина всего гагаузского народа? Я хочу сразу подчеркнуть следующий принципиальный момент. Мы никогда не воспринимали наших сограждан из гагаузской автономии через призму тех
руководителей, в том числе руководителей в кавычках, которые ездят на поклон то ли к Илону Шору, то ли в Кремль. Да? Мы прекрасно понимаем, что в гагаузской автономии живут наши сограждане, которые так же, как и все граждане Молдовы, хотят мира, хотят развития экономики, хотят, чтобы молодежь оставалась в Республике Молдова. И никогда мы не воспринимаем гагаузскую автономию через тех проплаченных крикунов, которые в том числе организовывают проплаченные так называемые акции протеста. Совершенно нормально в любом обществе, когда граждане имеют возможность выйти на акции протеста. Но совершенно ненормально, когда я, это мое личное мнение, наблюдая по интернету разного рода такие акции протеста, вижу одних и тех же провокаторов и вижу много одних и тех же лиц, которые за деньги то ли ездят в аэропорт встречать очередного идола, то ли выстраиваются вдоль дороги, где должна проехать президент страны, то ли пытаются сорвать ее выступление в Камрадском университете. Хочу подчеркнуть один момент. Правящая партия ПАС, и в первую очередь это относится к госпоже Майе Санду, мы пришли во власть не в комфортных условиях. Давайте вспомним, какая была ситуация, когда режим Плохотнюка пытался задавить любую оппозицию и пытался остаться у власти любой ценой. Мы сумели победить вместе с гражданами Республики Молдова, которые хотели освободиться от того режима. И поэтому не надо пытаться нас запугать. Я еще помню, по-моему, 3 октября 2022 года, когда госпожа Майя Санду приехала в Камрад и встречалась в Народном собрании, и то позорное поведение депутатов Народного собрания. Поэтому мы, повторяю, мы никогда не воспринимали вот этого рода дешевые провокации как позицию всех наших сограждан из гагаузской автономии. Я глубоко убежден, что большинство наших сограждан в гагаузской автономии, повторяю, хотят мира и не хотят, чтобы гагаузская автономия была превращена в некое подобие Донбасса-2. Господин Антон, что касается предстоящего референдума, который уже известна дата, 20 октября, ну да, в Гагаузии есть определенное отношение к этим вопросам, в силу в том числе обстоятельств, связанных с пропагандой, с теми информационными угрозами, в которых находится Республика Молдова в целом, и есть как бы что-то изнутри, которое подрывает кто-то в Гагаузии всю эту ситуацию. Но нужно смотреть правде в глаза, и сегодня в Гагаузии очень мало информируется население по поводу, ну, допустим, тех результатов, которые имеет Республика Молдова в плане, находясь как ассоциированным членом в Европейском Союзе, так и сейчас, когда находится в статусе кандидата в членство ЕС. Возможно, что вы не согласитесь со мной, но мне видится, что сегодня центральные власти мало уделяют внимания информированности в этих вопросах. В Гагаузии, в Тараклийском районе, ну, не сильно знаком с ситуацией в Бессарабском районе, но как минимум в Гагаузии и в Тараклии мы видим, что очень мало доходится информация, разъяснительной работе по вопросам европейской интеграции и тех преимуществах, которые Республика Молдова получала, как в частности от договора по всеобъемлющей торговле, я имею в виду соглашение DFTA, и многих тех инфраструктурных проектов, которые реализуются благодаря помощи со стороны Европейского Союза. Почему так мало внимания этим регионам? Для начала я хочу высказать свое легкое недоумение. Мы же с вами знаем, что в Гагаузской автономии есть общественное радиотелевидение, ГРТ называется, финансируемое на общественные деньги. И, соответственно, эта компания ГРТ в первую очередь должна иметь равноудаленную позицию и способствовать информированию
своих телезрителей, радиослушателей, жителей автономии о том, что такое референдум. Это свободное волеизъявление граждан в демократической стране. Почему этот референдум важен? Что такое Европейский Союз? Как изменилась, например, соседняя Румыния за период вступления в Евросоюз и за время нахождения в Евросоюзе? Поинформировать наших сограждан, что, например, экономика Польши в 3 раза выросла за то время, пока Польша входит в состав Евросоюза. Но если не иронизировать, то здесь я, с одной стороны, с вами согласен, что нам еще предстоит много сделать для информирования наших сограждан. Но ситуация осложняется тем, что некоторые недоброжелатели Республики Молдова, назовем так, пытаются внедрить в сознание наших сограждан из гагаузской автономии негативные стереотипы, пытаются запугать людей. А когда люди позволяют себя запугать, когда люди воспринимают эти клише, переубедить их значительно сложнее. И здесь нет другого инструмента, кроме как диалог лицом к лицу. Это диалог с бизнесом, диалог с молодежью, диалог с представителями культуры, общественными деятелями, диалог с рядовыми жителями. Мы, конечно, понимаем необходимость этого диалога, и по мере того, как будет проходить время, мы постараемся быть видимыми и слышимыми в гагаузской автономии, с тем, чтобы те люди, которые хотят разобраться без того, чтобы их запугивали и манипулировали, смогли это сделать сами, своей головой, на основе рациональных аргументов, на основе того, что нам всем в Республике Молдова нужен мир и мирное развитие. Господин Антон, я благодарю вас за то, что вы нашли время, чтобы мы обменялись, скажем, мнениями для нашей аудитории. Напомню, что это была программа «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня с нами был на связи депутат парламента Республики Молдова Уазун Антой. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий. И следите за нашими новостями, в том числе и разъяснениями о том, что такое европейская интеграция, и может быть, что вы будете менять свое мнение, видя те позитивные изменения, которые происходили в том числе в Гагаузии и в Республике Молдова. Оставайтесь с нами на платформах LoveMD.